Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И сегодня хочу вам озвучить кошачью наболевшую тему. Редко рассказываю о кошках, всегда не до них. А между делом всегда их, как между прочим, но спасаю. Если кто не знает, то изначально, до моего появления в зоозащите, я была больше кошатница. Они всегда были в моей семье, в моей жизни. Нет, не как у волонтера, нет, не десятки. Но одна-две кошки были всегда. Я всегда их кормила, спасала как могла, и о собаках не мечтала. Поэтому кошки мне близки и не безразличны. И я не могу проходить мимо по сей день, даже когда я вся особачена. Итак, друзья, мы пережили холодную якутскую зиму. Кто-то пережил, кого успевали забрать с улиц, с подъездов, кто-то погиб в минус 50. И вот сегодня хочу рассказать о тех кошках и котятах, которых мы с декабря спасали. Рассказывать по отдельности о каждой спасенной, о каждой выкинутой хозяином в холодный подъезд, кого просто выставили после смерти хозяина, а кого-то с лотком, с миской и пакетиком вискоса. Их очень много, этих историй. В основном бывшие домашние, все ласковые, все не дикие, и все оказались за бортом жизни. Кто-то беременный, кто-то с котятами, кого-то выкинули уже на улицу, кого-то снова затащили в подъезд, и это временно до первого утреннего пинка выходящего жильца. Рассказывать обо всех – это много эфирного времени. В Якутске очень мало людей переживательных, кто готов и в час ночи нестись в эти холодные подъезды и забирать. А передерживать всегда негде. И что приходится проходить, пока их дважды прививают, пока их стерилизуют. Карантинить негде. Кошки порой сидят в собачьих переносках, чтобы какое-то время изолировать от других кошек. И эти двое-трое женщин, как мне их жалко, нет у них возможностей. Они ютятся сами в однокомнатных квартирах, и везде переноски. Санузлы тоже с кошками. Какой же тяжелый путь проходят и эти люди, и эти кошки, пока они дождутся своего вылета в город Москву или Питер. Вот это подросший котенок, а вот эта цветная, очень красивая кошка, черепашка, это его мама. Вот привезли к пункту передержки, не знают, что делать, аллергия очень сильная, а самое главное, что хозяин, сын, пропал без вести. Вот так. Друзья, у нас скопилось очень много кошек и котят, которых с таким трудом спасали 2-3 месяца. Есть кошка с обмороженными ногами. Пытаемся спасти ножки, не допустить ампутацию. Котята с мамкой живут в тесной собачьей переноске, виснут на дверке, плачут, им тесно, им хочется побегать. Забирали, когда только открыли глаза. 6 котят и мамка в переноске уже недели 3 маются. Так, вот они. Если выпустить, затопчут подростки, щенки. Пассажиров не было целый месяц. На этой неделе был один пассажир, и нам выделили одно место, чтобы хоть кому-то улететь. Но, увы, привезли в порт, подготовили справки, проделана работа в 4 ночи в порту. Но, увы, не пропустили, сняли с рейса. То ли ошибка в справке, то ли еще что-то. В общем, повод, как сделать назло волонтерам, которые из всех сил стараются и так очистить город от ненавистных кошек и собак. Не улетели. Снова вернули в переполненные места. Снова ожидание пассажира, снова платить за новую справку. Снова маяться. Друзья, сегодня этот ролик посвящаю кошкам. Просто накипело. Просто иногда не на что вести их стерилизовать, не на что вакцинировать. А иногда заканчивается корм. И с утра хозяйке, уходя на работу, нечего оставить в плошках. И такое бывало тоже. А когда дожидаемся пассажира долгожданного,
то нет денег на перелет. И тем более нет денег на оплату первого месяца в Питере. По нашей договоренности с Питером мы должны оплатить только первый месяц по прилету. Это же здорово. И все равно нет денег. У меня патовая ситуация. Получается, зря спасали? Неужели их на улицу возвращать? Друзья, ну помогите, пожалуйста. Помогите просто кошкам. А мы их провакцинируем, простерилизуем, мы их отправим и оплатим корм в Питере хотя бы первый месяц. Прошу помощи для кошек. И, кстати, те кошки, которые, помните, спасли из расселенного барака, обмороженные, я о них рассказывала, и нос, уши, хвост, все было обморожено, что-то отпало, хвосты приходится ампутировать. Их лечили, и им тоже нужна помощь и перелет, и первый месяц в Питере. Пожалуйста, помогите кошкам, красивым, благодарным и таким несчастным кошкам Якутска. Они такие же необыкновенные, как и собаки. Пожалуйста, помогите. Кошачьей теме тоже нужна помощь.